и слабослышащие, так и дети с тяжелыми нарушениями речи. Сегодня педагоги расскажут об особых образовательных потребностях таких детей, расскажут о их опыте первоначальном, который у них был впервые. И сейчас я приглашаю сюда Урсак Оксану Витальевну, это учитель начальных классов, которая ведет этот специализированный класс, и ее, так сказать, коллега, учитель, логопед Лариса Васильевна. Спасибо, Наталья Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги. Как уже было выше сказано, в прошлом году в нашей школе впервые был открыт класс для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В 2011 году мы с коллегами прошли профессиональную переподготовку по программе логопедия при КИРУ от нашего учреждения и, конечно, имели представление о контингенте обучающихся. Организацию коррекционно-развивающего обучения в первом дополнительном классе для обучающихся с ТНР мы организовали из 3 этапов. Это был подготовительный этап, основной этап и заключительный этап. Остановимся на каждом этапе отдельно. Планируя работу с обучающимися ТНР, мы исходили из особых образовательных потребностей этих детей. Изучив заключение ЦПМПК, ТПМПК, уже в мае мы знали, что примерный состав обучающихся, какой он будет, этот состав. И прежде чем начать новый учебный год, нами была проведена большая подготовительная работа. Во-первых, конечно же, партнерство с родителями. В июне 2018 года было проведено организационное родительское собрание, на котором мы познакомили родителей с условиями обучения детей в школе-интернате, учебным планом, обговорили волнующие их вопросы, решили, что для успешного обучения детей необходимо вести открытый диалог. И открытый диалог у нас начался с того, что родители предоставили нам характеристики и логопедические представления из детских садов. Изучая характеристики, следующий этап работы, подготовки, да, изучая характеристики, собирая анамнез, изучая заключение ЦПМПК, что мы увидели? Значит, 70% детей посещали группы компенсирующего вида. Это ОНР и ЗПР. И 30% обучающихся посещали группы, реализующие общеобразовательную программу. Также из характеристик мы увидели следующее, что у всех ребят было нарушены компоненты речи: звукопроизношение, фонематический слух, лексико-грамматический строй. Все дети имели нарушения речи, которые затрагивали полностью словарный запас детей. Все вышеперечисленные нарушения приводили к тому, что у ребят проявлялось недоразвитие связанной речи. Также по характеристикам мы выявили особенности психологические. Это неустойчивость внимания, сужение объема, снижение слухоречевой памяти и продуктивности запоминания, медленный темп заучивания, отставание в развитии словесно-логического мышления, недостаточный объем сведений об окружающем, особенности эмоционально-личностного развития, пониженная самооценка, тревожность, проявление агрессивности и негативизма. Отношение к занятиям показали то, что большинство ребят не проявляли интерес к занятиям. Познавательный интерес у них отсутствовал. 60% детей не проявляли интерес к занятиям, соответственно, большинство ребят не усвоили программный материал в полном объеме. Обратили внимание и на то, что культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания тоже были недостаточно развиты у 50% вновь поступивших обучающихся. По заключениям Центральной психолого-медико-педагогической комиссии, каждому ребенку было рекомендовано продолжить наблюдение у следующих профильных врачей. Вот в диаграмме представлено, да, 100% обучающихся наблюдались и наблюдаются у невролога, 50% обучающихся у ортопеда и по 30% обучающихся наблюдается у лора, окулиста и детского психиатра.
Изучив в ГОСе ОВЗ вариант 5.2, так, и зная характеристики данных детей, мы приняли решение, что нужно повысить квалификацию, выявив особенности психического развития. Мы стали задаваться вопросами об эффективном коррекционно-развивающем обучении. И ответы на волнующие нас вопросы мы имели возможность обсудить с доктором психологических наук, профессором Андреем Владимировичем Цветковым. Обучаясь на курсах повышения квалификации по темам нейропсихологическая помощь детям с нарушениями речи, и гиперактивностью, а также в течение учебного года повышали квалификацию посредством краткосрочного обучения в учреждении «Логопед-профи» в городе Санкт-Петербурге по теме «Лечебное чтение как метод запуска и коррекции речи ребенка». Повысив квалификацию, мы приступили к составлению учебных рабочих программ. Изучив ГОСы, вариант 5.2, учитывая особые образовательные потребности, которых прописана возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся, мы составляли учебные программы и подбирали наиболее адаптированное дидактическое обеспечение. Так, по обучению грамоте мы опирались на учебные пособия для детей с тяжелыми нарушениями речи, автор Богатая Ольга Федоровна, так как оно составлено с учетом фонетико-фонематической системы детей в онтогенезе и соответствует их артикуляционным возможностям. Также текстовый и иллюстративный материал учебного пособия обучения грамоте расположен от изучения простых по артикуляции звуков к наиболее трудным. По предмету «Окружающий мир» в дидактическом обеспечении предлагалось изучение окружающего мира по Плешакову. Изучив содержание, вы видите на экране содержание этих учебных пособий, да, мы остановились на учебном пособии по Ивченковой. Вот на слайде представлена информация, темы и разделы по Плешакову, по Ивченковой. Изучив два этих учебных пособия, было принято решение нами, что мы в первом подготовительном дополнительном классе обучение проходим по Ивченковой, так как тематика наиболее адаптирована к психологическим особенностям детей. Таким образом, было составлено 9 учебных рабочих программ, включая и коррекционные курсы произношения и развития речи. Далее, в целях системной диагностики и выстраивания траектории развития каждого обучающегося нами были разработаны карты развития, в которых особое место уделялось мониторингам мотивации и адаптации, предметных достижений, метапредметных результатов, индивидуального развития во внеурочной деятельности. Осуществление педагогического процесса, уже переходя к основному этапу, мы начали в тесной связи в работе со школьным психологом и школьной психолого-медико-педагогической комиссией. Изначально велось наблюдение за обучающимися, проводился мониторинг мотивации и адаптации к школьной жизни, который показывал, что у 60% обучающихся мотивация низкая и ниже среднего. 40% обучающихся имеют трудности в адаптации к школьной жизни. Мониторинг предметных знаний показал, что по всем предметам, учебным предметам, обучающиеся имели уровень ниже среднего и низкий. На слайде представлена информация по 3 предметам. Обучение грамоте, развитие речи и математики. Извините. Результаты мониторинга подтвердили необходимость создания условий для повышения мотивации и предметных результатов обучающихся в первый год обучения. Мы изучили много методик и приемов в работе с детьми ТНР. Важно было не отдельно их применение, а организация всего коррекционно-развивающего процесса в целом.
При создании условий обеспечения положительной мотивации обучающихся мы применяли игровую деятельность. Весь учебный год мы с ребятами путешествовали по дороге знаний. Сначала каждый из ребят выбирал машину-помощницу, потом мы обговорили, что значит в школе хорошая работа. Тем самым мы вывели критерии: внимательно слушай, активно работай, дружно живи с ребятами. Выполнение критериев мы коллективно обсуждали, и каждый двигал машинку к заправке с буквой. К концу недели каждый ребенок собирал слово «умница» и получал смайлик. Также договаривались, что чем больше смайликов в классе, тем скорее мы посетим интересные места города Сыктывкара. По итогам месяца мы посещали с ребятами учреждения культуры города Сыктывкара. Игровая деятельность путешествия по дороге знаний охватывала весь учебно-воспитательный процесс. Вашему вниманию мы представляем небольшой видеофрагмент с наших путешествий по городу Сыктывкару. Так. Каждый раз, проговаривая расписание уроков и проговаривая планы работы на день, мы обращались с ребятами к визуальному расписанию. Так как обучающиеся, которые поступили к нам в школу, не умели читать, мы продумали своеобразное такое визуальное расписание, в котором каждый предмет изображался пиктограммой. Называя учебный предмет на начальном этапе, мы совместно с ребятами находили подходящую к названию предмета пиктограмму. Кто-то из ребят старательно называл учебный предмет, а кто-то выбирал подходящую пиктограмму. Все становились успешными. Во втором полугодии, когда большинство ребят уже научились читать, мы к каждой пиктограмме добавили цели. И теперь уже ребята сами выбирали и подставляли цель к предмету пиктограмме. Традицией стало проведение на первом уроке гимнастики для мозга. Мы вам тоже хотим представить небольшой видеосюжет с гимнастики для мозга. Изображаем журавля. Правая ножка подогнута, согнута, поднимаемся на носочки. Медленно поднимаемся. Молодцы, уже многие ребята без рук стараются выполнять задание. Поднимаем правую руку, Алеша сюда, Паша сюда, Коля сюда. Поднимаем правую руку, рисуем линии две восьмерки. Идем право, даем кружочек, будем рисовать двумя руками. Пишем печатную букву П двумя руками, двумя пальчиками. Молодцы. Изображаем журавля. Спасибо. Суть данной гимнастики заключается в том, что выполнение определенных движений объединяет работу мышц и мысли человека. Постоянно повторяющиеся упражнения формируют связи между нейронами, облегчают образование новых, тем самым улучшается память, повышается внимание, развивается крупная и мелкая моторики обучающихся. Далее. При подготовке к урокам столкнулись с тем, что рабочие тетради, рекомендованные в комплекте примерных рабочих программ, не адаптированы к обучению обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, а по коррекционным курсам произношения и развития речи, кроме учебника, никаких пособий нет. Возникла необходимость разрабатывать каждой теме опорные листы и тем самым создавать единую сюжетно-смысловую организацию урока. К примеру, подбирался ряд предметных картинок по теме, и один и тот же круг предметов привлекался в работе по разным заданиям. Применялся такой речевой и познавательный материал, который способствовал развитию высших психических функций и тем самым повышал мотивацию, интерес к предметам. Для родителей опорный лист к уроку был помощником при выполнении домашних заданий.
Учитывая психофизические возможности обучающихся, мы строили урочную деятельность как слоеный пирог из заданий на движение и на познавательную деятельность. Мы рассматривали движение в двух направлениях. Движение – отдых, включающий в себя музыкальные физминутки, и движение – это развитие высших психических функций. Придумай и собери, выбери и отсортируй и так далее. Уроки строились не только с чередованием видов активности, но и с чередованием пространства для проявления активности. В ходе урока мы старались пристегивать все возможные виды чувствительности, опираясь на разные анализаторы. И здесь мы хотим представить вашему вниманию небольшой видеосюжет с урока. Убежал звук «ш». Смотрите, я не зря взяла сегодня вам сушку. Кто догадался? Это почему? О! Вот, похоже на букву «О». И что Сушка. похоже, как на ноль. Как колесо на ноль. Ладно, молодцы. На ноль, смотрите, она круглая. А когда мы произносим «ш», у нас губы какие? Кругленькие. Губки как сушка. Говорим. Молодцы. А язычок поднимается вверх. Говорим. Молодцы. А скажите, пожалуйста, воздух какой у нас идет? Мы замерзли, зима, греем руки и говорим «ш». Какой воздух? Теплый воздух. Можно даже ручки греть, когда зимой вы замерзаете, на остановке стоите и говорите «ш». И греете руки. Спасибо. Хочется также отметить, что все обучающиеся с первых дней являлись активными участниками общешкольных мероприятий, читали стихи, танцевали, пели, участвовали в школьных олимпиадах. Внимание на экран. Теперь ученик. Я ученица. Елка готов учиться. Координируя педагогические, психологические и медицинские средства воздействия в процессе педагогического сопровождения, мы пришли к следующим результатам. К концу учебного года у всех обучающихся выявлена хорошая школьная мотивация. Обучающиеся успешно справлялись с учебной деятельностью. Исходя из результатов мониторинга предметных достижений по обучению грамоте, по математике, все ребята имели средний и выше среднего уровня, что говорило об усвоении материала в целом, но в необходимости периодической направляющей помощи педагога. По развитию речи также каждый ребенок, исходя из своих психофизических возможностей, повысил уровень предметных умений и навыков. Но 40% обучающихся остались на уровне ниже среднего. Это объясняется тем, что формирование полноценной речевой деятельности для обучающихся с ТНР – длительный процесс, так как у ребят страдает и лексика, и грамматика, и связанная речь. Интенсивную работу по развитию коммуникативной, обобщающей и когнитивной функциям речи мы продолжим в 1 классе. Весь учебный год мы очень тесно сотрудничали с родителями обучающихся, проводили консультативную работу, по необходимости приглашали на заседание школьного психолого-медико-педагогической комиссии, проводили индивидуальные беседы. И проведя в конце учебного года опрос «Удовлетворенность участников образовательного процесса» авторов Степанова и Андреева, выявили высокий уровень удовлетворенности. 90% родителей отметили, что удовлетворены результатами обучения ребенка. 10% написали, что ребенок может лучше.
На слайде представлены отрывки из высказываний родителей о впечатлениях первого года обучения. На вопрос о дальнейших перспективах обучения детей в школе-интернате все родители отметили, что начальное общее образование планируют получать на базе нашей школы. На вопрос о получении общего образования 80% родителей отметили, что дальнейшее обучение будет зависеть от итогов окончания начальной школы. 20% родителей уверены, что их дети продолжат получение основного общего образования на базе нашей школы-интерната. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР предусматривают обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных, так и через содержание коррекционных курсов. Именно о коррекционных курсах и о работе логопедической вам расскажет учитель-логопед Лариса Васильевна Васьковская. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, я хочу рассказать об организации логопедической работы с детьми с нарушением речи в нашей школе. Значит, федеральный государственный образовательный стандарт УВЗ вариант 5.2 предполагает следующие коррекционные курсы, которые мы также успешно реализовали в первый год обучения. Значит, среди коррекционных курсов произношение, развитие речи, логопедическая ритмика и индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа. Вот на последнем мы остановимся немножко поподробнее. Значит, цель этого курса – развитие у детей коммуникативно-речевой компетенции. Задача курса – формирование у детей с нарушением речи составляющих компонентов речи. Это лексической, грамматической, фонетической, диалогической и монологической, а также овладение устной и письменной формами речи и умение применять эти формы речи в разных жизненных ситуациях. Рабочая программа индивидуальных логопедических занятий направлена на коррекцию устной речи обучающихся и профилактику и коррекцию дисграфии и дислексии. Работа по компенсации нарушенного речевого развития строится в несколько этапов. Значит, первый и самый важный – это, конечно, диагностический этап. Вот, цель этого этапа – выявление индивидуальных речевых нарушений и впоследствии предусматривает обследование речи детей и постановка логопедического заключения. Значит, следующий подготовительный этап. Здесь идет коррекция нарушенного звукопроизношения и подготовка к обучению письму. Основной этап – коррекция нарушенного речевого развития. То есть идет полностью основная работа над развитием речи. Значит, на этапе диагностики самый важный такой диагностический этап. На этом этапе мы смотрим, какие диагнозы у нас есть, какие с диагнозом поступили дети, и уточняем диагнозы, рассматриваем, и очень много уделяется этому времени. Значит, из количества детей, 11 человек у нас в классе, в основном, конечно, имели общее недоразвитие речи второго уровня. Значит, вот ОНР и дизартрия 4 человека, ОНР, дизартрия и тугоухость 3 человека, ОНР, алалия 2, ринолалия, дизартрия 1 у нас ребенок, и с умственной недостаточностью тоже 1. Вот такой состав обучающихся у нас был. Значит, на подготовительном этапе развитие мелкой моторики и речевой моторики, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, дифференциация сохранных звуков на слух и в произнесении, развитие речи слухового восприятия, элементарных форм фонематического анализа, развитие зрительных пространственных функций. Вот это все виды, которые мы проводили в подготовительный этап. Дальше наступает основной этап работы. Постановка автоматизации звуков, дифференциация звуков, дальнейшее развитие речевой моторики, слоговой, фонематический анализ и синтез, и, конечно, формирование лексики и грамматического строя речи.
Виды деятельности, которые используем, которые вот в основном я использую на индивидуальных логопедических занятиях. Это массаж, артикуляционная гимнастика различных видов, постановка и автоматизация звуков, пальчиковый игротренинг, упражнения на преодоление фонематических нарушений, логарифмические упражнения, компьютерные технологии, использование фонетической ритмики, упражнения на развитие фонематического внимания и восприятия, дыхательные, голосовые упражнения, различные упражнения, вот, которые вы все можете увидеть, которые мы, объем очень большой, да. Ну, в основном начинаем мы с рук и с массажа, массаж рук, массаж губ, массаж языка. Дальше очень хорошее упражнение на работу над звукобуквенным анализом. Здесь мы применяем различные схемы, да, работаем именно над звукобуквенным анализом. То есть хорошее фонематическое восприятие – залог чистой и грамотного письма. Детям с нарушением речи очень сложно выделить гласные звуки, очень сложно выделить в начале слова, в конце. Ну, опытные педагоги, логопеды это знают, поэтому мы этому уделяем очень большое внимание, да. Очень много уделяем внимание над предложением, то есть сколько слов, сколько в предложении, в тексте, сколько слов в предложении и так далее. То есть на это тоже акцентируем внимание. В процессе проведения коррекционно-развивающей работы используются логопедические игры и упражнения, направленные на развитие умений, находить в словах пропущенные слоги, составлять слова из слогов с пропущенными гласными звуками, составлять слова по картинкам, придумывать на слух слова, составлять связанный рассказ из различных сочетаний, восстанавливать и последовательность предложений в тексте. Все эти упражнения проводятся и в классе, и во время внеклассных мероприятий, и приготовления домашних заданий, и вот на моих занятиях. А также широко используются и родителями, да, дома, потому что задания совместно с классом, с учителем класса мы даем и выполняют. Очень помогают нам в работе различные логопедические тетради, вот, которые мы используем на занятиях, и также рекомендуем их и дома использовать родителям. Большое подспорье сейчас компьютерные технологии, которые позволяют разумно сочетать традиционные современные средства обучения и повышают интерес вот именно к занятиям. Значит, вот у нас приобретены различные диски, у нас есть интерактивный стол и приобретены определенное логопедическое оборудование. Таким образом, использование специальных логопедических упражнений приводит к уменьшению специфических ошибок на письме и в речи учащихся. И в мае, в конце года, значит, мною было проведено обследование устной речи у детей нашего класса. Значит, с целью выявить уровень сформированности основных факторов речи по следующим параметрам: звукопроизношение, просодика, фонематические процессы, лексико-грамматический строй, развитие связанной речи и речевого общения. При исследовании фонематического восприятия детям предлагалось ряд заданий, в результате которых было выяснено, что наиболее сложными для выполнения оказались пробы повторения 4 слогов и 3. И вот вы видите из нашей диаграммы, при поступлении далеко не все обучающиеся справлялись, да, и заданий выполнено было очень мало, количество процентов, вот, да, буквально 20-25%. При исследовании состояния уровня произношения предлагалось воспроизвести ряды слов, предложений и пары слов со звуками. В результате, значит, у детей, которым не удалось поставить и автоматизировать некоторые звуки, наблюдались пропуски, искажения и также замены. Частыми ошибками искажения именно шипящих, свистящих, пропуски, искажения сонорных звуков, и имелись также смешения свистящих и шипящих звуков. Для выявления уровня сформированности слоговой структуры ребятам предлагалось воспроизвести слова различной слоговой структуры. И трудными были именно пробы на повторение предложений со словами
слоговой структуры. Если слово еще можно было выговорить, то предложение с этим было намного труднее. Ну вот также на диаграмме видно, что в декабре, вот в первом моем обследовании, таком небольшом, да, было выявлено, что рост все равно небольшой есть рост. То есть есть определенные успехи у детей. При исследовании словаря детям предлагали задания на выявление уровня сформированности номинативного, словаря признаков, а также подбор антонимов и синонимов. В результате обработки данных, когда вот я анализировала, выяснилось, что детям трудно подбирать синонимы, прилагательные к существительным и антонимы. То есть это тоже очень трудно для наших детей. При исследовании грамматического строя предлагалось задание на выявление умения изменять слово, да, согласование и управление. Тоже были очень много допущено ошибок, именно согласование числительных с существительными, образование притяжательных прилагательных и употребление сложных предлогов. Уровень развития связной речи, если смотреть на диаграмму, тоже очень низкий. При поступлении был очень низкий, 20%. Небольшой скачок вот был развития, да, в декабре, и 40% учащихся правильно справлялись с заданиями, это вот по развитию речи. Поэтому уровень развития связной речи низкий, и с заданиями на составление рассказа и пересказа справились не все дети. Поэтому мы сделали вывод таким образом. По итогам проведенного анализа работы у обучающихся наблюдалась динамика в развитии устной и письменной речи, но все-таки необходимо продолжать дальше работу. И мною намечено направление коррекционно-логопедической работы на следующий учебный год. Формирование звукопроизношения у детей продолжать, развивать фонематический слух, уточнять, систематизировать и обогащать словарь детей, работать над развитием грамматического строя речи и развивать связную речь. И что будет, я думаю, что влиять на преодоление нарушений письменной речи у обучающихся 1 класса. Ну и вот мы хотим предоставить видео, посмотреть фрагмент занятий. Молодец. Облизываем губки. Часики. Ну, конфетка. Возьми ложку, положи справа. Справа. Молодец. Чем похожи? Чем похожи? Что одинаковое у них? Так, правильно. Что одинаковое? Что одинаковое? Ты посмотри, что одинаковое? Ручка, да? Ручка есть у чашки и у чайника. Молодец. Сюда. Ага. Твердый. Так, это что? Дуй, бу. Еще дуй, бу. Твердый. Угу. Так, это кто? Гусь. Вот, мы благодарим вас за внимание. Подвели итоги 1 года обучения детей с ДНР. Сейчас у нас новые планы, и мы в дальнейшем очень много задач нам надо еще впереди решить. Они все решаемые, и мы их потихонечку совместными усилиями решаем. Спасибо за внимание, благодарим вас всех. Спасибо.